Ты не можешь петь песни Моргенштерна у костра. И вылазка на природу для многих это просто как необходимость, оборудованная тропинка, можно сказать, да, то есть она протоптана там на квадроциклах, на мотоциклах, пешком, с собаками, на велосипедах, на чем только угодно люди ходят. Возможно, кто-то и ходит так, но я считаю, что достаточно опасно отсюда до Имякона идти. Мне в детстве хотелось как раз-таки заниматься в сфере туризма. Еще были моменты, когда я хотела быть журналистом на горячих или в горячих точках, говорят, да? К примеру, во время извержения вулкана и так далее, ты стоишь прямо там в событиях и так далее. Но вот что-то связанное с путешествиями, туризмом и так далее меня завлекало с детства. В Алекминском районе я училась. Есть пришкольные лагеря, которые как раз-таки летом устраивают для детей экспедиции. Есть две такие школы. Авдана – это кочевая школа, и Поиск – это наш кружок был. Два кружка, которые вели два историка. Моим учителем был Петр Дмитриевич Кабышев. Он как раз-таки занимается таким развитием детей, можно сказать. Да? И с 5 класса мы активно занимались экспедициями, то есть туризм у нас уже в крови. А если брать вообще, то деревенские дети обычно очень часто ходят в лес, поиграть и так далее. Ну, это обычное дело для нас, и в лесу мы, можем сказать, как дома. Для нас это норма. Так как мой учитель историк, я думала, что я тоже стану историком, так как она мне очень нравилась, история, увлекательна. Но также наравне с историей у меня был интерес к английскому. И чаша весов перевесила английский язык, и я стала учительницей английского, закончила ИСФИР. Потом поступила на магистратуру, также в ИСФИРе училась. Ну и, в общем, как-то так. Сейчас работаю по профессии, ну и вот дополнительно занимаюсь. Пока так. Ну, я думаю, я должна оправдать 7 лет своего диплома. Не зря же я училась. В первый раз, когда идет в поход, большинство людей идут на однодневные походы. То есть мы поднимаемся утром, просыпаемся, идем в поход и возвращаемся. Мы привыкли думать, что поход – это ты пришел, поел, поиграл, вернулся обратно домой. На самом деле походы бывают разные, и вот пеший поход – один из видов. Можно сказать, что первый раз надо на однодневный поход идти, который составляет от 10 километров. Да? Тем более там привалов достаточно много для первого раза, и обед, то есть половина пути до обеда ты проходишь с привалами, после обеда ты набираешься сил, 2-3 часа мы там сидим, отдыхаем, готовим, и только после этого мы продолжаем наш путь. Один из первых походов у нас был с 10 людьми, и там мы прошли 16 километров. Вот. И это вообще достаточно нормально. Ни у кого не стерло ноги, никто не устал так сильно, чтобы возненавидеть такие походы. Вот что-то такое. Всем, наоборот, понравилось, и они изъявили желание ходить еще больше. На самом деле поход начинается с твоего порога, приключение начинается с твоего порога. Как ты только начинаешь собираться и выходишь из дома, все. Прежде всего, это твоя обувь. Обувь должна быть максимально удобной, которую ты уже разносил, но не путайте то, что обувь должна быть старой. Мы привыкли, что в лес надо во всем плохом ходить. Это не так. Обувь должна быть максимально удобной, чтобы протекторы могли цепляться за землю адекватно. На самом деле есть такие марки, как там Соломон и так далее, много производят такую обувь. Называется обувь трекинговая, она специальная для таких походов. Если вы решительно настроены ходить в походы стабильно, все лето, весну, осень и так далее, то вам лучше ее приобрести. Бывают не такие дорогие. К примеру, я свою первую трекинговую обувь приобрела за 5 с лишним тысяч. Ну, это, я думаю, не так дорого. Сейчас есть обувь подороже. Можно кроссовки за 10 с лишним покупать. Ну, люди покупают. И, в общем, если вы купили такую обувь, то она будет вам служить верой и правдой очень долго. Прежде чем пойти в поход, вот купили вы трекинговую обувь, прежде чем пойти в поход, вы ее должны разносить обязательно. Ходите по городу, разносите максимально, чтобы во время похода длительного
она не стерла вам ноги подчистую. Вот как-то так. Но если у вас ее нету, не беда, то есть берите кроссовки, которые хотя бы имеют протектор. У нас было много случаев, когда ребята просто брали старую обувь, она скользила, то есть мы поднимаемся на сопки и так далее, на возвышенности, а там скользко, естественно. И человек просто скатывался из-за того, что обувь не могла цепляться. Были смешные казусные моменты, когда я просто человека толкала сзади и так далее, чтобы человек просто поднялся, на самом деле. Это смешно, но когда человек в такой обуви, он максимально больше энергии тратит, чем человек, который в нормальной обуви нормально поднимается. Стараемся часто. Вообще, я с друзьями очень люблю на природу вылезать. Да? Вылазки на природу — это обычное дело для нас. Просто можно собраться там, поедем, там, не знаю, поужинаем. И собираемся, едем там на какую-то местность, готовим ужин, болтаем и вот. Часто вылезаем на турбазы, ездим туда на турбазы. Походы вообще для меня, ну, это как часть жизни. Слишком много энергии, и ее надо правильно направлять. И разрядка в походах колоссальная. Мы просыпаемся в 7, и завтрак примерно в 8. Собираем потом свой лагерь и так далее, и примерно в 9 надо уже отходить. Тайминг должен быть такой, чтобы успеть. Если мы не успеем к обеду, то мы не успеем к ужину домой, к примеру, да, если у нас однодневная, ну, с ночевкой одной. Поэтому тайминг, да, придерживаемся. В 7 утра просыпаемся и примерно в час обед. Между этим у нас еще привалы и перекусы могут быть. Вот так вот. Готовим, например, в однодневных походах, да, которые на обед только рассчитаны. Я обычно готовлю борщ с ребятами, да. Полник есть у нас, то есть перекусы. Вот это вот все обычная еда: хлеб, колбаска, паштеты берем, икру кабачковую, не красную, конечно, да. И большинство людей, конечно, дома не едят колбасу, я в том числе, и майонез и так далее, вот это все вредная еда. И мир перешел постепенно к правильному питанию, это очень даже здорово, я считаю. И вот в походах мы немножко себя балуем и уплетаем до обе щеки. А борщи у нас очень даже самые вкусные. Так как я занималась еще и до сих пор занимаюсь, да, вожатством с первого курса своего университета, да, более 10 лет вожатства, у нас опыт большой, песен достаточно много, репертуар огромный. Поем обычно якутские песни, которые у нас на слуху. Фиеста, Панса, Джида, Ирена, Муравейник и так далее. Ну, очень много таких, которые прямо всегда поются, и все знают эти песни. Ну, ты не можешь петь песни Моргенштерна у костра. Вот как-то так. Еще мы поем русские песни на русском языке. Алые паруса, там, батарейка, перевал и так далее. Мне нравятся исторические маршруты, где много связано с историей. Я обычно тщательно готовлюсь к своим маршрутам, чтобы мои туристы могли насладиться походом не только тем, что они единение с природой, да, кайфуют от всего этого вайба. Многие просто засиделись дома за период пандемии, даже без пандемии мы сидим дома, да, как говорится, мы все стали более интровертными. Вот. И вылазка на природу для многих это просто как необходимость, то есть меняют, как можно сказать, атмосферу, обстановку меняет. Вот. И помимо этого я вот готовлюсь тщательно, чтобы турист знал и историю местности, по которой мы проходим, да, байки и так далее. Один из маршрутов, который мы проходили, это был Кангаласский мыс. И перед тем, как пойти на этот маршрут, я готовилась, собирала материал, ходила в музей Ярославского и так далее. В общем, исторических моментов там тоже достаточно много. Об истории самого Кангаласа, как он, этот поселок, образовался, с чего все началось, что там интересного, какие там случаи бывают и так далее. Даже военные годы и так далее, все это охватывается. Очень интересно на самом деле. Я, например, до того, как вообще начала заниматься туризмом,
Ну, просто знала, что там есть этот карьер очень красивый, и туда ездила фотографироваться как обычный обыватель. А после того, как я начала готовиться, я узнала очень много интересного. Но один из самых любимых, можно сказать, это Богинский мыс. Там начинается, там у нас есть, получается, река Куллаты, где обосновался Эллей, ну и прародители, да, нашего народа. Получается, там очень богатая история, и когда ты проходишь с Табаги, вот с Куллаты до Табаги самой, это большой маршрут, да, надо вести себя тоже соответственно, потому что, ну, у нас у Саха есть такое верование, да, то, что вот там, где в лесу, мы в лесу вообще не кричим обычно, да, ну, такое есть. А вообще там, так как там исторические личности погребены, да, мы не можем еще больше там вести себя неадекватно, кричать и так далее. Так, немножко, можно сказать, такие места, где надо себя держать в руках и вести себя соответствующе. Таких маршрутов пока, я думаю, официально не открыли, чтобы прям люди знали, чтобы люди шли. Возможно, кто-то и ходит так, но я считаю, что достаточно опасно отсюда до Имекона идти. Мы все знаем печальные истории иностранных туристов, которые у нас ездили на велосипедах зимой и так далее. Даже зимой опасно, ну а летом я и вообще молчу. Сейчас я езжу, например, в Хандугу с триперами Уаннахаган. И там вот я вижу весь маршрут, который вот мы проезжаем достаточно долго на машинах, да. Ну там, да, там не просто пройти. Такого большого маршрута на моем там нету. История моего туризма еще только началась, поэтому, возможно, к пенсионному возрасту какой-нибудь такой огромный маршрут будет уже открыт, и я думаю, он будет официальным, чтобы каждый человек мог себя там попробовать, и все было достаточно официально и понятно, открыто, доступно, что-то такое. Ну а так у нас официальных маршрутов много, люди вот по Чачур-Муран гуляют, если вы там никогда не были, попробуйте туда подняться, там есть оборудованная тропинка, можно сказать, да, то есть она протоптана там на квадроциклах, на мотоциклах, пешком, с собаками, на велосипедах, на чем только угодно люди ходят. Можно прямо с птицефабрики дойти до Чачур-Мурана, либо с птицефабрики пройти до Сопки Любви спокойно, там прям маршрут идет, но надо, конечно, спускаться, подниматься и так далее. Я водила своих детей первый раз, когда их собирала с ГРЭС-2 до Сопки Любви. И ребята спокойно прошли, и им даже очень понравилось. Как-то так. А до этого даже с родителями в походы ходили. Просто пеший поход, прогулка вечерняя. Ужинаешь, наслаждаешься природой. Начинайте оттуда. Пока таким экстремальным занятием я еще не думала заняться. Как бы до работы дойти в такой холод. Вообще маршруты самые лучшие, они происходят, наверное, когда комаров нет, в мае. Ледоход. Первый наш маршрут был во время ледохода по Кангаласскому мысу. Мы наслаждались во время обеда ледоходом и при этом еще и совместили это с пешими походами. Было много туристов, которые просто приезжали на машинах на мыс сам, а мы знали другие пути и без мейнстрима сидели и наслаждались природой. Ну вот, как раз таки обувь, еда, рюкзак, все, что вам надо. Ну и в нашей Якутии это, естественно, комаринка, солнцезащитный крем и достаточно багаж накапливается, да? У нас есть такое приспособление поджопники, чтобы мы его закрепляем и садимся когда угодно, где угодно, и ты не беспокоишься о том, что ты испачкаешь свою одежду. Ну и одевайтесь по погоде. Нет плохой погоды, есть одежда, которая неправильно просто надел. Вот так вот. Дождевики. Можно прогуляться и в дождь, и в солнце, и так далее. Просто надо заходить.